Добрый вечер, Владимир Теодорович. Разрешите поприветствовать вас на гостеприимной абхазской земле, в стране души. Сегодня поистине грандиозное событие в культурной жизни нашей страны. Концерт, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, 80-летию Великой Победы. Вот расскажите, пожалуйста, о проекте, о том, как отбирались произведения в этой программе. Вы знаете, я вначале хочу вам сказать, что я познакомился с Абхазией через Фазилия Искандера. Вот он считал себя русским писателем, который воспевает Абхазию. И даже была такая независимая премия «Триумф», которая называлась. Я там был в жюри по отбору людей, которых выставляли для того, чтобы получить эту премию. И вот, по-моему, в 1999 году как раз ее получил Фазиль Искандер. И все были очень счастливы, потому что его очень любили в России и действительно считали российским писателем, таким вот, как он себя считал. И тогда я как раз перечитал его «Сандро из Чегема», тогда я перечитал удивительную его книжку «Кролики и удавы». Его даже сравнивали с Оруэллом, только у Оруэлла очень такая циничная и жестокая ирония, в отличие от Фазиля. У него как раз лирическая, добрая и никогда не жесткая. Я очень любил его книжку «Созвездие Козлатура», где он критиковал, так сказать, изыскания хрущевского времени в области сельского хозяйства. Но больше всего я любил новеллы, которые говорили о мальчике Чике, детство Чика, там, Пушкин и Чик. Вот эти новеллы пронизаны были добротой и напомнили мне повесть Антона Павловича Чехова «Степь», где тоже через призму Егорушки, 9-летнего мальчика, рассказывается о мире, в котором он живет. Он познает мир. И вот так вот познает этот Чик. И вот через него я полюбил Абхазию. А потом уже встретил Хиблу и понял, что это действительно выдающийся совершенно человек, выдающаяся певица, гордость Абхазии и гордость России, кстати сказать. Вот. Мы эту программу подготовили, потому что я понимал, что она нужна. Мне никто не просил о ней. Я не выполнял волю правительства никакого, партии никаких, ничего. Это просто позыв сердца, потому что мои родители прошли через войну, мама блокаду всю пережила в Ленинграде. Отец тоже фронтовик, получил очень тяжелые ранения и в позвоночник, и в шею. И я даже сохранил, знаете, сохраняются удивительные вещи в памяти. Когда я маленьким мальчиком был на демонстрации в Ленинграде 9 мая или в Первомайской демонстрации, я под пальцами, он меня брал на руки, чувствовал вот этот шов, шрам его. Вот здесь упор это осталось у меня в ощущении. Вот эту программу я строил довольно долго, выбирал, потому что хотелось, знаете, надо уметь отказываться от очень многих вещей. Потому что столько можно было всего туда, можно сказать, запихнуть, а это нехорошо. Получилось вот так, как получилось. Там нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней музыки. Там стихи изумительных поэтов, которые сами прошли фронт. Достаточно назвать Булата Акуджаву или Юрия Левитанского. Это поэты-фронтовики. Они страдали, они переживали, они получали ранения, защищали наши города. И я рад, что мы приехали в Абхазию, потому что здесь тоже очень много жертв погибших людей в Великую Отечественную войну. И вообще нужно помнить о том, что эта победа общая была, победа всех народов Советского Союза, всех национальностей. И отец мне рассказывал, когда он пошел на войну, что не существовало никакого антагонизма
в армии абсолютно, потому что все были равны перед смертью. Как Хибла Ливарцевна говорила ранее, конечно же, это не просто концерт, это дань уважения и памяти всем погибшим. И вот как вы уже подчеркнули, Абхазию тоже эта война не обошла стороной. У нас очень большое количество было погибших, и у нас много героев Советского Союза, поэтому я думаю, что особенно трепетно наша публика сегодня будет принимать вас. Ну и с учетом того, что вы тоже не так часто балуете нас своим творчеством, я думаю, что все жители нашей страны ждут с нетерпением этот концерт. Планируется ли ваше выступление в дальнейшем в нашей стране, быть может, сольным концертом, потому что публика жаждет видеть вас и ваше Без творчество? Хиблы я бы не хотел сюда приезжать, потому что она обеспечивает такой прием удивительный, и так с ней хорошо. Не первый раз здесь. Вот я сегодня вспомнил, как она пела молитву Дездемона, когда я первый раз приехал. Это просто на всю жизнь для меня было впечатлением. Ну и в заключение нашей беседы вот есть такое емкое выражение «красота спасет мир». А вот все-таки хотелось бы знать ваше мнение, музыка, вот музыка является ли лекарем души? Как вы можете трактовать? К сожалению, сейчас такое время, что формула Федора Михайловича Достоевского о том, что красота спасет мир, перестала работать. Поэтому сейчас, я думаю, нужны люди, которые спасают красоту саму. Я надеюсь, что и Хибла, и я, и музыканты, с которыми я работаю, вот они спасают эту красоту.